С начала специальной военной операции общественность России стала гораздо больше внимания уделять патриотическому воспитанию. Одну из основных ролей в этом всегда играл ДОСААФ. И сегодня мы поговорим с председателем регионального добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Сергеем Соболевым. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с личного и наиболее актуального. Вы родом из Луганской области. И расскажите, пожалуйста, какие эмоции вы испытывали в 2014 году во время Майдана и с начала специальной военной операции? В принципе, да. Находился я здесь, в Якутске. В принципе, первое желание по долгу службы, как человек в погонах и обученный военному ремеслу, было желание туда рвануть. Но родители сказали, по нам не стреляют, пока сиди дома, подожди, все нормально. Ну и новости, конечно, следил постоянно. Вообще, сам Луганская область – это город Алчевск. У нас, почему мы стратегический город? У нас коксохимзавод, металлургический завод, то есть по нам особо ничего не прилетает. Но вот сейчас ситуация, что поворот в головах у, скажем так, фашистов, да, есть, и уже снаряды летят просто в беспорядочную сторону. Их задача там вот те же точки У, беспилотники запустить именно в территорию, которая занята уже нашими силами вооруженной спецоперации. Есть напряжение, оно не спадает, оно там постоянно есть. Люди гибнут мирные люди, но тем не менее наша армия пытается отодвинуть линию фронта, отодвинуть этих националистические структуры. Ну и, в принципе, победа будет за нами, все равно наше дело правое. Скажите, пожалуйста, у вас там остались родственники. Вообще, как вы прибыли в Якутию, вашу немножко биографию? Биография началась с Советского Союза, это 91 год. Захотелось поступить в военное училище, готовил себя, в принципе, там класса с 7-6. У меня очень хороший пример, это мой дед фронтовик, Великая Отечественная война, финская, он сам блокадник, то есть было на кого равняться. Поступил в Благовещенский дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, то есть 2 локтя по карте. На то время рядышком была Рязанская, была Киевская, в то время еще Советское Союз, да, училище разведки. Но нет, захотелось посчитать, что конкурс будет чуть-чуть поменьше. И при поступлении у нас был конкурс в ДВОКу 17 человек на место, в Рязани 12, в том же Киевском было там 14 человек. То есть все подумали, так как я, поехали на Дальний Восток. То есть, тем не менее, служба была на Дальнем Востоке, я командовал от отдельного разведвзвода до роты, начальник штаба батальона мотострелкового. И последнее место службы здесь, в Якутии, уже преподаватель военной кафедры нашего Якутского государственного университета. Там сейчас мать, отец, сестра выехала в зарубежье, в связи с этой 14-15 годами события. Родители живут, переезжать не хотят, хотя брат матери в Подмосковье, в Калужской области, тоже зовет. Я сюда зову их, у меня есть площади, где, не хотят. То есть нажитое, старики уже за 70 лет, то есть смысл куда-то. Пока спокойно, пока все нормально. Отец свое хобби не теряет, он настольный теннис играет, с юности, и у него там свой зал, международник, мастер спорта, то есть тут все равно навыки остались, то есть что-то делают. Пока говорят спокойно все, пока не дергайся, меня постоянно сдерживают, то есть хотя желание, естественно, есть. И сейчас у нас идут наборы добровольцев по стране, что давайте поможем проведению спецоперации. Это, в принципе, правильное решение, решение командующего. Тем не менее, пока сидим. Идея, в принципе, правильная, потому что вернуться в прошлое, да, были октябрята, пионеры, комсомол, потом партия. Сейчас партии остались, но они флагами машут, там народ собирают, что-то делают, да, не буду их ущемлять, у них у всех свои задачи.
но молодежь выпущена, потому что были пионеры, ниша схлопнулась, пионеров разогнали. Чем сейчас занять? Ну, надо хотя бы либо верните, либо поставьте какую-то нормальную программу, которая будет заниматься, которая будет проводить в действие. То есть воткнули ту же самую юнармию, но не дали ей должной идеи. Проще вот вернуть то, что было, по накатанным рельсам, как говорится, ну, трясите траву, очистите шпалы, очистите рельсы, и по ними давайте вперед, вперед, вперед. То есть уже какая у нас 70 лет Советскому Союзу было-то все-таки. То есть это знание, память, еще пока наше поколение помнит, как это было, мы можем это рассказать, можем передать и можем направить в нужную сторону. У нас яркий пример Украина, которая этим занималась, она шла по тому же пути, только в голову вкладывали идеи национализма. Вот, здравствуйте, мы видим это очень, очень невооруженным глазом. Ну, вообще ДОСААФ создавался как содействие армии, авиации и флоту. Это уже послевоенный, ну, до войны там у нас Асавиахим был. То есть тут то же самое, идея была такая, что давайте готовить парашютистов, давайте спасать от газовых атак, которые были в Первой мировой войне. То есть, но в целом учить народ обороне страны. Сейчас немножечко, опять же, будет пропущено с нашим развалом Советского Союза. Вот роль ДОСААФа скатилась до уровня автошкол. То есть все понимают, что хотя в Советском Союзе автошколы были только ДОСААФовские. То есть и мы имели право готовить водителей по всей стране однозначно, без всяких там каких-то коммерческих высших школ. У нас было качество, у нас было, опять же, наработанные методики и так далее. Сейчас опять надеемся, что нам все-таки 95 лет в этом году исполнилось. То есть организация, имеющая достаточно большой опыт, имеющая в своих рядах опытных бывших офицеров, но бывших не бывает, да, опытных отставных офицеров, опытных там ребят, прошедших и горячие точки, и прошедших горнила, как говорится, огонь, воду, медные трубы, то есть готовые передавать свои знания другому населению. Ну, хочется ждать возрождения, хочется получить поддержку, естественно, государства, которое должно нас... Сейчас мы сидим на полном самообеспечении. То есть то, что мы пытаемся проводить, мы еще на это дело зарабатываем деньги. Хочется так, чтобы снять с нас хотя бы коммунальные затраты, и мы воспрянем духом, воспрянем методиками, будем готовы ездить по всей стране, по всей республике, открывать то же самые точки и передавать свои знания, что самое главное. То есть народ должен знать, во-первых, видеть на примерах боевых, да не только боевых, а вот взять там труженики заслуженные, да, то есть это тоже примеры. Это тоже надо не только в ТикТоке смотреть, а это надо видеть живых людей. То есть вот идея такая, что мы должны передавать свои знания, свою память, свои наработки, свои там... Не знаю, что еще, как это еще называть. У нас есть поисковый клуб. Да, именно поисковый. Да, есть клуб военно-исторической реконструкции. То есть это люди, вот даже в музее находимся, некоторые экспонаты, это опять же сохраняем историю. Сейчас ее любят переписать, любят переделать, перевернуть. То есть вот недавно, опять же, вернемся к нашей избитой теме Украина, да, был Бандера, он все время был врагом, на Украине его сделали героем. То есть это легко переписать историю за 3-5 лет, это вполне нормально. Ну, для нашего времени. То есть, а то, что делает сейчас зарубежная пропаганда, она вообще стирает Россию. То есть мы сейчас не помним, кто такой Ослябя, да, богатырь. Назовите, он сейчас молодежь подзываешь, говорит, как звали 3 богатырей. По мультику помнят, вот мультика называют. А как их действительно звали, они это не помнят. То есть вот исторические корни Древней Руси, они же наши, это же мы. Конечно, время не стоит на месте, мы должны их чему-то учить, на современные прогресс движется, то есть современные эти все технологии тоже должны осваиваться, но мы должны помнить свою историю. Но это все движение, оно на общественных началах происходит. Да, энтузиасты, бывает, скидываемся сами, что-то где-то выделяю из бюджета регионального отделения, если есть такая возможность, то есть начинаем потихоньку. Ну, останавливать это нельзя все равно, и должна быть методическая работа. Не так, что вот как я
немножечко против грантовой политики, где люди выигрывают грант, его осваивают, и потом на нем все, до свидания. И взяли там группу 10-15 человек, школьников, допустим, они там отыграли грант в течение года-полутора, в лучшем случае там 3-5 лет, это в лучшем случае. Потом они сидят и говорят, а чем мы дальше будем заниматься? А дальше выигрываете следующий грант. Ну, ребята, ну вы поддержите тогда направление. Или не беритесь вообще, или давайте методически грамотно выдвигать всю полностью линейку. Ну, то есть должен быть комплексный какой-то подход? Абсолютно точно. И он должен передаваться, вот опять же, вернемся октябрята, пионеры. Идея она была, она в принципе должна быть. Сергей Владимирович, как уже рассказали, много лет посвятили военной кафедре Якутского государственного университета. И в свете последних событий, как вы думаете, возможно ли возвращение? Вот военные кафедры были закрыты фактически во всех университетах. И можно ли сейчас их уже возрождать? Ну да, из 75 вот на тот момент, когда мы в 2010 году закончилась история, одна страница нашей военной кафедры, да, у Якутского госуниверситета. Сейчас более того скажу, что с этого года, с сентября, будет уже набор на военно-учебный центр, порядка там 72 человек. Это будет 2 взвода, 2 факультета, но пока, к сожалению, не офицеров, а будут сержантские командные должности. Там в течение 3 лет пока будут так. Потом в перспективе уже вернемся к нормальной ситуации, что военные кафедры будут готовить непосредственно офицеров запаса по различным профилям. То есть уже работа провелась, знаю точно, потому что очень плотно работал с руководством военно-учебного центра нового, вновь созданного. Да? То есть, ну почему и говорю, что новая страница листнулась и начала писаться, опять же, продолжаться наша книжка, но новая история пошла. То есть это положительная история, потому что все-таки часть нашего населения далека от понятий, что такое вообще базовая военная служба, что такое вот то, что проходят 5-дневные сборы, это все школьники, но с уборкой из учебной программы начальной военной подготовки, то есть тут многое потеряно именно в этом. Ну, вернуться в глубокую историю, там у нас есть такой Лао Цзы, да, он сказал, или Конфуций, я так точно, кто-то из китайских военачальников, да, не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. То есть, ну вот к этому, чтобы не вернуться, надо свое население готовить все-таки к труду, к обороне. Вот сейчас очень хорошо, что возвращается ГТО, уже какой 5-й год идет. Мы в сентябре планируем на базе здесь ДУСАФа сделать точку приема ГТО, то есть уже веду переговоры с Министерством спорта, они нам обещают предоставить все эти тренажеры, площадки, то есть вполне хорошо. Ну и нашей военно-учебному центру пожелаю, что удачи и нормально, чтобы они все работали.